Курсы повышения квалификации, краеведческие исследования и проектная деятельность в школах проводит Институт естественных наук СВФУ. Занятия проходят в очно-дистанционном формате. При этом в дистанционном формате участвуют педагоги и из других регионов страны. Цель одна – сделать уроки географии живыми, актуальными и глубоко связанными с уникальным наследием своего региона. Не зря же наши известные отечественные географы говорили, краеведение – это география родного края. Помимо теории предусмотрена и практическая часть, которая состоялась на базе Ойской средней школы, известной как колыбель школьной экспедиции «Илиада» под руководством Прокопия Наговицына. Он и его юные исследователи не только рассказали о своей деятельности, но и представили свои находки. Слушатели курсов с большим интересом изучали каждый артефакт. Это челюсть косули. Это булка. Среди тех, кто приехал ознакомиться с опытом краеведческой деятельности учащихся, был гость из Бурятии, член бурятского отделения Русского географического общества Денис Санданов. У нас в Бурятии, да, такое тоже встречается. И вот тут я как раз хотел бы отметить, что очень много зависит вот именно от учителей, преподавателей, вот, которые могут увлечь вот именно школьников вот такой научно-исследовательской работой. И поэтому вот работа Прокопия Наговицына, мне кажется, вообще огромная. И я, честно говоря, был поражен, узнав, сколько таких находок сами школьники своими руками, да, соответственно, работали и с археологами, и с палеонтологами. И поэтому, мне кажется, вот эти такие начинания надо всемирно поддерживать и развивать. Стоит отметить, что в этом году Русскому географическому обществу исполнилось 180 лет на торжественном мероприятии. По этому случаю президент страны Владимир Путин предложил объявить 2027 год годом географии. Год географии мы ждем очень большого. Сами примерно у нас тоже есть планы. Но это год объединения географов. Мне кажется, что вот в рамках этого года будет очень много интересных мероприятий. Ну и мы, конечно, все ученые, биологи, экологи, географы к этому обязательно подключимся. И, кстати, планируется открытие музея географии, который будет вот как раз вот эти смежные науки объединять. Тоже будет интересная, мне кажется, инициатива. Курсы повышения квалификации завершатся проведением Всероссийской научно-практической конференции «География и краеведение в Якутии и регионах России». На ней участники представят в очном и заочном форматах свои доклады по данной теме. В работе конференции примут участие ученые, преподаватели вузов и школ, аспиранты, магистранты и студенты. Виолетта Засимова, Хангаласский улус.